Andrich, Andrushko, Епчушко, Выбудочко, Продайтеся, Дэн. Дэн, приветище, как твое самостояночко? Вот недавно мне сделали перчатки на заказ, а называются они «Обмани хироманта». Сделаны они из резины телесного цвета, да так, что не отличишь от настоящей человеческой кожи. И на внутренней стороне ладони проведены линии жизни, сердца, ума и так далее. А созданы они с той целью, чтобы запутать цыган, которые гадают по руке, чтобы они не видели твои подлинные линии и не смогли тебя сглазить. Сегодня одна цыганка взяла мою руку, чтобы погадать, а я как раз был в этих самых перчатках, и, увидев мои линии, она выпучила свои черные глазища и воскликнула: «Таких линий я еще в жизни не видела. Тебе предстоит прожить счастливую, удивительную жизнь. Дай-ка я сфоткаю твои ладошки на мобильный телефон». И прикинь, я заломил цену аж в $2000, и она мне заплатила. Я же ведь знаю, что в кругах хиромантов такие идеальные кармические линии имеют большую цену. В общем, Дэн, я отбил всю цену в $100 за эти чудо-перчатки. И кроме того, она меня еще приглашала в сообщество хиромантов, чтобы я показал им свои волшебные ладошки. Думаю, что когда к ним приду, то буду опять заламывать большую цену за показ. Вот, дела сердечные. Кстати, твоя бывшая Маргарита, пройдя через круг твоих друзей, наконец-то перекочевала и в мои брутальные лапищи. Она просто жесть. У нее настоящий вулкан между ног. При половом акте плачет и смеется. Она творит настоящую феерию в постели. И что мне особо польстило, во время секса она кричала мое имя, позабыв обо всех твоих друзьях. И даже о тебе, извини. Так что я получаюсь настоящий мачо-кукарачо. Кстати, как ты там «Мертвые души» все читаешь? Ты же говорил, что читал их уже 20 раз. Все еще не надоело? Ты сумасшедший. Столько много раз читать одну и ту же книгу. Это с ума, можно сказать, сойти. Я, кстати, читал недавно вот «Мертвые души» еще раза 2. И вновь оценил гоголевский труд. А вот вчера я читал «Мертвые души» уже на афганском языке. Выучил его весьма нормально, кстати. Чичикав шабле мерчи муджаре пуско. Шималманик шпенегербель. Про Чичикова там трещат. В общем, классные слова, правда? Я сегодня вот буду опять читать их на афганском. Вчера еще видел бомжа в маске обезьяны. Он просил деньги у прохожих весьма странным образом. Он пел песню под аккомпанемент своей обтерханной старой гармошки. Я грустная обезьяна, бабло всю жизнь сыпалось мимо кармана. И вот сейчас там тоже большая дырка, лишь только зимний воздух может ее оттыркать. Я каждый день без денег, скучен и пьян, ваш преданный несчастный вонючий обезьян. Да, это сейчас смешно, а вот тогда, и прикинь, Дэн, ему бабло вообще все давали, ну почти все, через одного, а я ему аж 100 дал. Просто я очень расчувствовался под его песню, и мне реально его стало жаль. А вот зато бабки, те, что цыганка мне дала, я на баньку-то и потратил. Отлично, в общем, отдохнул. Взяли с дружбаном пару баб, я взял твою бывшую, а дружбану бабищу снял. Правда, дружбану немного не повезло. Дело в том, что он снял девушку, которая имела претензию на то, чтобы быть его госпожой. Так вот, как он это услышал, так позвал меня. И мы ее в 2 стояка отодрали. Он с головы в нее ходил, а я с жопой отпер ее. Так она сначала сопротивлялась, а потом начала орать благим матом, когда мы ее торохать начали. Но вот зато потом она так сладко стонала. В общем, по происшествию полового акта она дала мне свою страничку ВКонтакте и сказала нам, что она прозрела, о том, что у нее случилось прозрение, и что она не знала настоящего кайфа, который мы ей дали с дружбаном. В общем, Дрын,
Если захочешь пригласить баб на палку шашлыка, то звони мне, возьмем с тобой горячительного и отдохнем в лесу. Правда, сейчас снега много, ну тогда попозже. Короче, не теряйся, звони.